В Рижском роддоме этим летом закрыта часть 6-го этажа. Там находится 10 семейных палат. Причина – сокращение госфинансирования. Эта новость вызвала дискуссии в социальных сетях, потому что будущие родители, нынешние молодые родители отмечают, что семейные палаты очень важны для того, чтобы люди могли побыть вместе после рождения ребенка. А для партнера очень важно поддерживать женщину после родов. Там сейчас закрыты 10 семейных палат, хотя стоят они недешево – 72 евро за 24 часа. Представьте, как тяжело мамам после кесарево сечения без поддержки партнера заботиться о малыше. Не смогла бы представить первые дни без поддержки мужа. Также для формирования привязанности эти первые денечки вместе настолько благословенны и прекрасны. Не только для малыша, но и между мамой и папой. Поэтому я поехала в Сигулду. Я провела в Рижском родильном доме неделю. Первые 2 суток ночами я вообще не могла держать малыша на руках. Не смогла бы представить, что при каждом плаче, каждом кормлении я просила бы какую-нибудь медсестру о помощи. Муж был рядом всю неделю, очень помогал. В Рижском роддоме вынужденное закрытие части палат объясняют так. В этом году объем средств для стационаров был сокращен, и роддом тоже получил значительно меньше денег, чем рассчитывал. Šis ir ierobežots tāds terminēts risinājums, finanšu konsolidācijai, jo mēs esam spiesti šos taupības pasākumus ieviest dažādos līmeņos, un šis būtībā ir viens no pēdējiem līmeņiem, jo sākam mēs ar administratīvo izmaksu samazinājumu, kur vien varējām, un ar atbalsta personālu, un tā kā, šis tāds, jāteic, neviegls risinājums, bet, uz laiku, un jāteic arī, ka vasarā ir šīs cilvēku resursu pieejamība arī ierobežota, jo arī mūsu darbinieces ir māmiņas ar bērniem, un vasarā ir atvaļinājuma laiks. Кроме того, в роддоме говорят, что семейные палаты все еще доступны, но на других этажах закрыты всего 10. Kopumā mums 3. un 4. stāvā kopā ir 27 ģimenes palātas, kā arī 3 divvietīgās istabiņas, kuras mēs, ja situācija ir pieļaujama, tad mēs ļaujam izmantot kā ģimenes palātas. Tāpat meklējam individuālus risinājumus tādos īpaši sensitīvos gadījumos, piemēram, ja ir tvīnīši, kur ir nepieciešama tiešām šīs pavadošās personas klātbūtne. Īpaši, tad mēs meklējam vēl citus risinājumus, ja pēkšņi šīs палаты nav. Но такие ситуации, по словам руководства роддома, случаются нечасто. Бывает, что на короткое время всех 3 десятков семейных палат не хватает. В таких случаях мам вносят в список ожидания, которым заведуют акушерки. И уже на следующий день после чьей-то выписки семейная палата обычно становится доступной. Конечно, дополнительные 10 палат сделали бы пребывание рожениц более комфортным, но стоимость такой палаты в сутки 72 евро, и это не покрывает издержки. В год содержание 6-го этажа Рижского роддома обходится в более чем 200 тысяч евро. Мы находимся в семейной палате Рижского роддома. Она достаточно просторная. Здесь есть кроватка для новорожденного, столик, кровать для мамочки, кровать для отца, кнопка вызова медсестры. Здесь мы видим пеленальный столик, раковину, комод, стол и 2 стула. Места здесь достаточно много. В этой же палате есть отдельный санузел, тоже достаточно просторный, оборудован так, что можно подъехать на инвалидном кресле. Есть также кнопка вызова медсестры, вот такая вот веревочка, ее можно дернуть, если вдруг стало плохо. Душ, раковина, в общем-то, все необходимое. В роддоме говорят, что мамочки относятся к ситуации с пониманием, а клиентов из-за этого меньше не стало. Более того, с начала года их даже немного больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рижская дума, как держатель долей капитала в финансировании деятельности роддома, не участвует, но отмечает, что и сигналов с просьбой о помощи не получала. Finansējums jau samazinās nevis tādēļ, ka šobrīd ministrija samazinātu finansējumu tieši dzemdību namam, bet tādēļ, ka dzimst mazāk bērnu. Tātad katra slimnīca saņem
finansējumu, par manipulācijām, kurām tiek veikts. Un attiecīgi sarēķinot tātad prognozējumu piedzimušo bērnu skaitu, arī šis finansējums proporcionāli samazinās. Ja dzemdību namam pietrūks finansējumu viņa darbības nodrošināšanai, tad viņi vēršas pie kapitāla daļu turētāju un attiecīgi tātad mēs vērtējam, vai ir nepieciešams šo finansējumu palielināt. Šajā brīdī šāda indikācija, ka būtu nepieciešams palielināt, no Rīgas domas nav. Госфинансирование Рижского роддома в этом году примерно на 750 тысяч евро меньше первоначально запланированного, при общем бюджете около 10 миллионов. Министр благосостояния Рейнис Узолнек заявил, что вновь вынесет на рассмотрение правительства вопрос о финансировании Рижского родильного дома и предложит восстановить необходимый объем средств для учреждения. Если не удастся, палаты на 6-м этаже будут недоступны до 25 августа. Юлиана Шкагала, Мадара Лейцейта, Каспарс Маркус, ЛСМ.